На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре вторник, 7 февраля. Возросшее число чрезвычайных ситуаций в регионе из-за неблагоприятной погоды и участившиеся пожары вынудили власти и уполномоченные органы вынести эту тему на отдельное обсуждение в Доме правительства. Так, за январь в Чувашии было зарегистрировано 138 возгораний. Основные причины – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, печей и дымоходов. Еще одна головная боль для спасателей – отравление угарным газом в квартирах. Таких случаев за последний год в регионе было 16. Без жертв и пострадавших не обошлось. В чрезвычайном ведомстве назвали главную причину трагедий. Большая их часть произошла из-за замерзания дымоходов. Продукты сгорания газа попросту копились в жилых помещениях. Конечно, говорят в ГКЧС, после этого газовики, жилищники активизировали профилактическую работу. Чаще ходят по домам, объясняют жильцам, на что нужно обращать внимание при эксплуатации оборудования. В этом году в Чебоксарах планируется обновить 72 многоэтажки. На эти цели предусмотрено более 1 миллиарда рублей. В столичной мэрии особо подчеркнули, впервые за последние годы на ремонт, замену и модернизацию 50 лифтов, лифтового оборудования и шахт в 16 домах будут направлены средства не только собственников, но и республиканского и городского бюджетов. Всего более 116 миллионов рублей. В этом году в столице Чувашии на единой площадке пройдет фестиваль вышитых карт регионов России. В прошлом году проект, родившийся в нашей республике «Вышитая карта России», объединил всю страну и вдохновил ряд регионов на создание собственных карт. Так, мастерицы Белгородской и Курганской областей, а также Камчатского края уже закончили работу над своими полотнами. А рукодельницы Рязанской области только недавно взялись за иголки. Но до августа, а именно тогда власти Чувашии планируют провести фестиваль, время еще есть. На нем каждый желающий сможет прикоснуться к шедеврам народного творчества из разных уголков нашей страны. Мы все вместе вышиваем свое знание к России, свое ощущение к России. Мы также надеемся, что проект имеет очень положительную динамику и позволит развиваться и на просторах СНГ. Да, и, в общем-то, это планетарный масштаб. Берем его, и поэтому наши возможности в данном проекте и наши идеи ограничены только размерами планеты. К другой теме. В Чувашии появится первый крытый футбольный манеж. Возвести его планируется по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» на территории столичного футбольного поля «Труд». Проект строительства уже получил положительное заключение госэкспертизы, сообщили в профильном ведомстве. Крытое футбольное поле размером 40 на 60 метров даст возможность спортсменам тренироваться и участвовать в соревнованиях круглогодично, а Чувашии получить статус регионального центра подготовки футболистов. Также в Чебоксарах может появиться и новый спорткомплекс с 2 бассейнами. Построить его планируется на месте здания Республиканской школы плавания на улице Чапаева, которое было признано аварийным. На возведение спортобъекта будут выделены средства из регионального и федерального бюджетов. Таковы вести к этому часу. Желаю вам продуктивного дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».